ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 10:00. Горно-нефтяной колледж. Стартует Олимпиада по химии среди 11-классников. Ее отличие от других в том, что ее инициатором выступил Лукойл Ухта-нефтепереработка. Промышленники предложили школьникам проверить свои силы. В итоге пришло порядка 33 человек из большинства школ города, колледжей и лицеев. Главный приз для победителей – целевое направление на бесплатное обучение в один из 3 профильных вузов – Госуниверситет имени Губкина, Уфимский нефтяной госуниверситет и Петербургский. Посмотрите вокруг. Ваши ручки, не знаю, парты, стулья. В любой из предметов вложен труд людей, которые так или иначе связаны с химией. Возможно, через 5-6 лет, после того, как вы закончите вузы, школу, я смогу поприветствовать вас, как молодых специалистов на нефтеперерабатывающем заводе. Участники Олимпиады должны выполнить 5 серьезных заданий, 4 теоретических и 1 на практике в лаборатории. Вопросы составлялись с расчетом на уровень школьника-отличника. Сама же структура Олимпиады максимально приближена к формату ЕГЭ. На все задания отводится 3,5 часа. Максимально можно набрать 55 баллов. При этом учитывается не только правильность ответов. Оцениваются любые действия ребенка. Оценивается все. Правильный ответ. Оценивается даже если ребенок не довел задачу до конца, оцениваются все действия. Даже если математическая ошибка присутствует, а задача решена в принципе правильно, то всего на 1 балл снижается оценка. Балл. Ценные призы и грант на обучение достанется обладателям первых 3 мест. При этом ученик сможет сам выбрать тот вуз, куда хочет пойти учиться. Однако специальность всего одна. По окончании обучения молодой специалист выйдет технологом нефтепереработки. Так же, как это обычно и делается при целевом направлении, после вуза юноша или девушка будут обязаны отработать от 3 до 5 лет на Лукойл за оплату обучения. Итоги Олимпиады и имена обладателей путевок назовут на будущей неделе в первых числах февраля.